На театральной площади Владикавказа собралось порядка 10 тысяч человек. Это люди, которым не безразлична судьба Крыма. Здесь развернули 1500 российских и осетинских флагов. На транспарантах призывы к объединению России и Крыма. К жителям Северной Осетии обратился ветеран Великой Отечественной войны Мурат Леков. Украина мне знакома не по глобусу и не по карте, а знакома тем, что я прошел всю Украину от восточной ее границы до Пута на своем танке Т-34. Что я хочу сказать еще? Что тогда еще мы, молодые, 18-летние танкисты, думали, что Украина действительно едина. Оказывается, Украина не едина. Вместе с Крымом и Южная Осетия в республику во главе с лидером партии «Единая Осетия» Анатолием Бибиловым приехали около 100 человек. Кроме этого, среди участников митинга было много молодежи. По сути, они могут стать свидетелями, когда Крым снова становится частью России. К миру и согласию в Украине призвал председатель молодежного парламента Тимур Сагеев. Пусть 10 тысяч раз вся эта либеральная шваль брызжет слюной, но я открыто готов сказать, как и много лет назад, что я горжусь тем, что я живу в этой стране. Я горжусь тем, что во главе нашей страны сегодня стоит то руководство, которое стоит. Я горжусь тем, что это руководство, ее действия сегодня собирают здесь людей под самыми разными флагами, вне зависимости от своих политических и каких-то других пристрастий. Атмосфера позитива царила среди народа. Люди не уставали скандировать «Россия! Россия вместе с Крымом!». Прямо с митинга отправились фуры с гуманитарной помощью. Деньги в размере однодневной зарплаты в фонд Крыма перечислили работники республиканских министерств и ведомств. Осетинский народ хочет, чтобы граждане Крыма знали, что Осетия рядом. В нашем обществе более половины выходцев с Украины, поэтому мы очень близко воспринимаем боль украинского народа, наших соплеменников на Украине, которым сейчас очень трудно. И, конечно, мы не могли остаться в стороне. Мы пришли сюда на митинг, чтобы выразить свое отношение. Я тоже родом с Украины, с города Днепропетровска. Там прошло мое детство, там я служил, учился в Харькове в академии военной. Смотрю эти кадры, вот эту площадь Свободы, вот на ней наша академия находится. Я здесь 5 лет в парадном расчете ходил. И вот сейчас смотрю, что там происходит. Конечно, сердце обливается кровью. Митинги прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Дагестане. Волна акций проносится по всей России. Люди готовы выйти на улицы, лишь бы царил мир. А выход из политических конфликтов был только демократическим. По оценкам экспертов, сегодня во Владикавказе состоялся самый масштабный митинг в поддержку Крыма на юге России. Елена Черенкова, Владислав Туаев, Георгий Григорян, Шалва Домбаев, Георгий Кокоев, Осетия ТВ.